Вот эти до конца следующей недели полностью весь алгоритм установки. Кабина. Вот. Если где-то внутри пустая, бәрінде орды жоқ болды. Каждый день, допустим, вечером проводилась сверка. То есть вот столько машин прошло, номеров столько зафиксировано, вот по этим машинам данные весогабаритного контроля, вот данные ИДК, вот данные таможенной декларации. Любую машину открываешь, тут же видно. И в конце дня статистика. Сколько зашло машин, сколько зашло веса, сколько груза, сколько таможенные пошлины уплачены. И насколько они соответствуют критериям риска. То есть вот эта система, она должна быть. А сейчас у нас получается все в ручном режиме. Камеры нет, захотели зафиксировали, захотели не зафиксировали. То есть риски есть. Я не говорю, что все сотрудники таможенной службы нечистоплотны. Я говорю о том, что сам алгоритм построен таким образом, что он создает риски для перемещения машин. Да, я согласен с вами, Артем Эдуардович. Вот установка камеры, которая будет считывать номера автоматные, передача в нашу систему, через нашу систему налогов. Мы над этим сейчас есть переговоры с донорами у нас. Мы из Это же небольшие ресурсы. Давайте их запустим. Просто по времени, когда? По сроку. Ну, надо до конца года нам это все решить. все, я Уточнить полностью, поставить. На протяжении последних 2 месяцев неоднократно проводились встречи и консультации с китайской стороной по увеличению объема пропуска транспортных средств через контрольно-пропускные пункты на нашей границе с Китаем. Буквально недавно китайская сторона подтвердила готовность увеличения объема перевозок через пункты пропуска, но вместе с тем все эти решения, они связаны с эпидемиологической обстановкой. На сегодняшний день по пункту пропуска Иркиштам уже принято решение увеличить время работы пунктов пропуска до 12 часов, обеспечить работу этих пунктов пропуска без выходных дней, включая субботу, воскресенье. Кроме того, строительство складской инфраструктуры, специализированных кранов для перегрузки товаров на транспортные средства. Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет проведена. По пункту пропуска Турогард ситуация несколько сложнее. Здесь высокогорье, поэтому сейчас вот мы посмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с кыргызской стороны, а также места для обеспечения перегрузки товаров на государственной границе для того, чтобы увеличить объем перевозки грузов через контрольно-пропускные пункты. Есть уже определенное понимание этого процесса. Кроме того, мы с коллегами ознакомились с работой информационной системы таможенной службы при пересечении товаров. Есть отдельные замечания в части фиксации учета грузовых транспортных средств, начиная с движения по пересечению границы, сканированию номеров транспортных средств, включение их в единую базу данных, для того, чтобы исключить любой человеческий фактор при оформлении таможенных и сопроводительных документов, и мы могли обеспечить единую систему учета как на внешних, так и на внутренних границах нашей страны. На сегодняшний день даны поручения до конца следующей недели определить единый алгоритм по перегрузки товаров, по дезинфекции товаров, по перемещению товаров, заполнению электронных сопроводительных документов, дополнительных возможностей по таможенной очистке товаров непосредственно в пределах пункта пропуска, для того, чтобы исключить риски несанкционированного и неучтенного перемещения товаров внутри страны. Кроме того, таможенной службе поручено до конца следующей недели разработать единую концепцию по автоматизации учетов движения товаров, формированию единой электронной базы данных без возможности ручной корректировки деклараций, грузов, которые указаны, а также привязки этой системы к всем элементам контроля, весогабаритному контролю, инспекционно-досмотровым комплексам и так далее. Также даны отдельные поручения по развитию инфраструктуры непосредственно пункта пропуска Турогард и первоначальные результаты по модернизации таможенной системы
мы рассчитываем увидеть уже при запуске единого операционного центра учета товаров непосредственно в центральном аппарате таможенной службы.